Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Мир на грани большой войны. Турция ударила по армии сирийских курдов. Россия в ответ стирает с лица земли города протурецких джихадистов и стягивает ракетный флот в Средиземное море. Не позволим Азазу пасть. Но не надо никого пугать. Декриминализация закона в Таджикистане. От наказания за взятки и изнасилования теперь можно будет откупиться. Нет, мы считаем, что все-таки надо другие меры. Если это доказано, то есть если он виновен, то это не штрафом надо откупаться. Кыргызский гастарбайтер и московский милиционер спасли девушку, упавшую на рельсы метро. Российские телеканалы проигнорировали героя из Кыргызстана, но вмешался Facebook. Когда лежали там в темноте, женщина пришла в себя и стала бить меня кулаками. Я не обижаюсь, она не понимала, что делает. Добрый доктор Айболит на самом деле жил в Вильнюсе. Цимах Шабат умер за год до Второй мировой войны в кругу семьи, а все его пациенты бесследно исчезли в немецких концлагерях. Специальный репортаж нашей программы о литовском прототипе знаменитого персонажа Корнея Чуковского. Турция нанесла удар по наступающим на северо-сирийский город Азаз войскам сирийских курдов. В последние дни отряды Курдского демократического союза и так называемых сил народной самообороны захватили аэродром Миннех, который до этого находился под контролем боевиков террористического фронта Джебхат ан-Нусра, и продолжили наступление на оплот террористов Азаз. Турецкая армия пытается разблокировать своих союзников-джихадистов. Уже несколько дней подряд турецкая артиллерия наносит удары по позициям курдов со своей территории. А сирийское правительство заявляет, что вооруженные подразделения турецкого спецназа вторгались в Сирию. Турция, в свою очередь, подтверждает гибель одного военнослужащего на сирийско-турецкой границе и заявляет, что не позволит курдским ополченцам и сирийской правительственной армии нанести поражение исламистскому фронту ан-Нусра, который во многих странах и в России в том числе официально признан террористической организацией. Вот карта боевых действий этого района. Курдским войскам при поддержке российской авиации и сирийской армии практически удалось взять в кольцо последний укрепрайон ан-Нусры. На прошлой неделе ее лидер заявлял, что это грозит полным разгромом террористической группировки, если Турция не вмешается. Сейчас турки обстреливают аэродром Миннех, чтобы не дать курдам и российской авиации использовать его против своих союзников. Во время обстрелов уже погибло несколько десятков курдских ополченцев, но руководство курдской армии заявляет, что они будут сопротивляться туркам до последнего. Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу, в свою очередь, дал пресс-конференцию на борту своего самолета во время перелета над Черным морем в столицу Украины Киев, на которой он заявил, что Турция намерена разгромить все курдские формирования на севере Сирии. Если они скажут, что не будут отступать, это все равно ничего не значит. Они уже сделали шаг назад. Силы отрядов народной самообороны курдов были выбиты из Азаза. Если они приблизятся снова, они столкнутся с самой жесткой реакцией. Мы не позволим Азазу пасть. Мир должен это знать. Что же касается авиабазы, мы не позволим им использовать ее против Турции и против умеренной оппозиции. Если группировка не покинет эту территорию, Турция сделает авиабазу непригодной. Россия полностью проигнорировала угрозы Турции, как сообщают мировые СМИ со ссылкой на турецкие власти. В поддержку курдов по городу Азаз был нанесен мощный удар баллистическими ракетами, в результате которого погибли десятки и ранены сотни его жителей. У нас на связи наш корреспондент Шахида Якуб, которая находится на сирийско-турецкой границе в нескольких километрах от Азаза. Шахида, здравствуйте. Как развивается ситуация в эти часы? Мы находимся на контрольно-пропускном пункте Килис. Сзади нас Сирия, в 6 километрах отсюда идут интенсивные бои на населенном пункте Азаз. Сейчас видите машины скорой помощи. Как нам сказали местные жители, бомба попала в одну из больниц, очень много раненых, поэтому машины скорой помощи въезжают и выезжают, забирая раненых. Ситуация немного хаотичная и паническая, потому что прибывает все больше машин скорой помощи. Тяжелораненых доставляют отсюда в главную больницу Газиантеп. Здесь больница в Килисе не в состоянии справляться с таким количеством раненых. Мы проснулись утром от звука летящего самолета. Мы испугались и выбежали из дома. Были кассетные бомбы и шрапнель. Моего зятя убили, множество людей, десятки были убиты и ранены. 3 или 4 моих братьев увезли в госпиталь. Дело в том, что Азаз — это тот район, где сегодня ночью вели обстрелы турецкая артиллерия. Как говорят сами турецкие представители, они борются против курдских повстанцев. В то же время российская авиация работает по тем же районам. И именно они, как говорят местные жители,
убили, и источники внутри Сирии сегодня ударили по этой больнице. Спасибо, Шахида. Берегите себя. Курды, проживающие на территории Турции, начали массовые протесты против ударов турецких войск по сирийским курдам. Беспорядки прошли в Стамбуле и курдских городах на востоке страны. В Стамбуле протестующие забрасывали полицию коктейлями Молотова, поджигали автомобили, но их выступления были подавлены полицией. В городе Диярбакыр, население которого составляют в основном курды, полиция довольно жестоко разогнала демонстрантов водометами и слезоточивым газом. Прекратить атаки на сирийских курдов Турцию попросили уже США, Франция и Германия. Джо Байден и Ангела Меркель разговаривали с турецким премьером по телефону, а Франсуа Олланд даже выступил со специальным заявлением, в котором потребовал оставить в покое курдов. Но наиболее воинственными были слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Если он хочет получить там длительную войну, то, конечно, можно устраивать и наземные операции, и все остальное. Но не надо никого пугать. Надо договариваться в том ключе, в котором они вели разговор с министром Лавровым. А не говорить о том, что вот если что-то пойдет не по такому сценарию, то мы вместе с другими арабскими странами будем предпринимать наземную операцию. Я уже отвечал на этот вопрос не так давно и хочу еще раз повторить. Никто не заинтересован в новой войне. А наземная операция – это полноценная длинная война. Вот из этого надо исходить. Как стало известно, Россия наращивает свою военно-морскую группировку у берегов Сирии. Туда через турецкий Босфор прошел новейший российский ракетный корабль «Зеленый Дол», на вооружении которого несколько десятков крылатых ракет «Калибр». Вместе с «Зеленым Долом» проследовал еще один корабль сопровождения. Турция не препятствовала прохождению российских боевых судов. Тем временем российская авиация уничтожила еще один госпиталь на сирийских мятежных территориях. На этот раз разбомблен госпиталь международной организации «Врачи без границ» в сирийской провинции Идлиб. Удар по госпиталю был настолько сильным, что после взрывов почти все пациенты и врачи оказались под обломками здания. Далее в программе. Декриминализация закона в Таджикистане. От наказания за взятки и изнасилование теперь можно будет откупиться. Нет, мы считаем, что все-таки надо другие меры. Если это доказано, то есть если он виновен, то это не штрафом надо откупаться. Кыргызский гастарбайтер и московский милиционер спасли девушку, упавшую на рельсы метро. Российские телеканалы проигнорировали героя из Кыргызстана, но вмешался Facebook. Когда лежали там в темноте, женщина пришла в себя и стала бить меня кулаками. Я не обижаюсь, она не понимала, что делает. Добрый доктор Айболит на самом деле жил в Вильнюсе. Цимах Шабат умер за год до Второй мировой войны в кругу семьи, а все его пациенты бесследно исчезли в немецких концлагерях. Специальный репортаж нашей программы о литовском прототипе знаменитого персонажа Корнея Чуковского. В Таджикистане началась так называемая декриминализация статей Уголовного кодекса. Теперь осужденные за коррупцию и сексуальные домогательства могут заплатить $25 за каждый день, который они должны были провести в неволе и оставаться на свободе. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Как данное решение правительства оценивают эксперты, ну и само население, которому придется жить среди взяточников и насильников? Здравствуйте, Динара. В Таджикистане осужденные за уголовные преступления по статьям взяточничества и сексуальные домогательства теперь смогут выходить из-под стражи после уплаты штрафа. Если раньше взяточникам грозило от 5 до 12 лет тюремного заключения, а домогательства карались 2 годами лишения свободы, то сегодня достаточно заплатить 200 сомони или $25 за каждый день на воле на срок наказания. Данный шаг правительства можно считать гуманным актом, говорят чиновники, и замена заключения штрафами практикуется многими странами. Но согласно проведенному опросу на улицах столицы, нововведение не имеет поддержки населения. Например, штрафы за сексуальные домогательства вызывают возмущение у девушек и женщин. Конечно же, надо его посадить. Почему? Ну, потому что, чтобы его один раз наказали хорошенько, чтобы в следующий раз к женщине не домогался. Поэтому... Нет, мы считаем, что все-таки надо другие меры. Если это доказано, то есть если он виновен, то это не штрафом надо откупаться. Нет, не согласна. Почему? Ну как, за это надо наказывать? Я думаю, чтобы лучше, конечно, было, чтобы посадили их надолго.
Однако некоторые эксперты считают, что штрафы – это все же решение проблемы. Такие меры помогут государству сэкономить на содержании заключенных и пополнить госбюджет. В период экономического кризиса, который мы сейчас переживаем, за совершение коррумпированных преступлений направлять людей в тюрьмы или в места лишения свободы, это означает, что это лишние потраты государства. То есть государство на содержание этих лиц очень большие суммы денег расходует. Поправки не исключают возможность лишения свободы. И в любом случае чиновник, пойманный на получении взятки, не может занимать никаких должностей в государственных структурах. Суд в обязательном порядке будет учитывать личность подсудимого. Вот в графе, где мы о личности подсудимого говорим, это все охватывает. И прошлое его, и настоящее. Если он ранее за это привлекался или осуждался, то в обязательном порядке суд будет это учитывать. И, конечно, он соразмерное наказание будет назначать. Другие эксперты уверены, что поправки в статьи Уголовного кодекса дадут новый виток коррупции в стране. Чиновники будут не так сильно бояться брать деньги, а обвиняемые в сексуальных домогательствах и даче получения взяток будут стараться подкупить судей, чтобы выбрать меру пресечения. Динара. Спасибо, Анну Шервон. Президент Кыргызстана наградил гастарбайтера Марата Исаева именными часами за мужество и отвагу, проявленные при спасении женщины в московском метро. Речь идет именно о том человеке, которого российские телеканалы проигнорировали в своих репортажах, рассказывая о храбром поступке только московского полицейского Артема Королюка. Напомним, что 11 февраля Артем Королюк и Марат Исаев бесстрашно бросились спасать упавшую на рельсы метро женщину. Это произошло за несколько секунд до прибытия на станцию поезда, и обоим мужчинам ничего не оставалось, как уложить между рельсов пострадавшую и лечь самим, пока состав метрополитена проедет над ними. Однако большинство российских телеканалов, в частности Первый, в своей версии рассказа об этом без преувеличения подвиги упомянули только об отважном сотруднике полиции, а имя Марата Исаева было вымарано из всех новостных сообщений и репортажей. Такое поведение российских СМИ вызвало настоящую бурю в соцсетях. Пользователи требовали от телеканала восстановить справедливость и назвать имя второго человека, который участвовал в спасении русской девушки в московском метро. Спустя несколько часов на сайте Первого канала появилась новая редакция сюжета. Теперь в нем упомянуто имя кыргызстанца. Вот что сказал в интервью сам Марат Исаев. Когда поезд остановился над головой, машинист стал кричать «не двигаться, пока напряжение не снимут». Подумал, и чего я прыгнул такой глупый? Когда лежали там в темноте, женщина пришла в себя и стала бить меня кулаками. Я не обижаюсь, она не понимала, что делает. Жители прифронтовых районов на востоке Украины во многом выживают за счет гуманитарной помощи, которую собирают волонтеры по всей стране и за ее пределами. Благодаря волонтерской помощи выживают и вынужденные переселенцы, которых в Украине, по данным ООН, около 1,5 миллиона. Один день в волонтерском городе. Репортаж нашего корреспондента Вадима Кондакова. Эти ворота всегда раскрыты настежь для тех, кто оставил свой дом и убежал от войны. Всего-то и надо – зайти, рассказать о себе и получить помощь. Это регистрация. Это первое место, куда попадают люди, которые приходят к нам за помощью. Леся Литвинова – волонтер. И этот центр, ее детище, пожалуй, самая эффективная на Украине система помощи беженцам. Это сортировка. Существуем мы в основном за счет того, что принесли всякие разные добрые люди. Это заносится сюда, и здесь уже разбирается по категориям, что это. Леся и ее соратники сделали невероятное. В одном месте сосредоточили желание всей страны помочь своим согражданам. За неполных 2 года они свернули горы одежды, продуктов, медикаментов. Около 50 тысяч обращений, сотни тысяч судеб. Сейчас у нас тихо и спокойно, да, а прошлой зимой очередь стояла вот на всю улицу. С 5 утра люди занимали очередь. Сегодня здесь, в центре Киева, вырос целый волонтерский городок. Одни добрые люди предоставили место, другие помогли со строительством, третьи подарили детскую площадку. Летом здесь проходит что-то вроде детского лагеря. Мы не можем его официально назвать лагерем. Димон, ты опять бардака устроил? Я? Нет, я. Димон чей? Димон одного из наших волонтеров. Димон у нас тоже луганский. И мамы Димона, и те, кто приходит сюда за помощью, сторонятся камеры. У каждого на то своя причина. Зато Димон с удовольствием показывает дом, что сам построил, вместо луганского. Я еще тут огородил, чтобы вход был
Жизнь Леси Литвиновой, режиссера-документалиста по профессии, круто изменилась 2 года назад. Сначала был Майдан с его первой кровью и ранеными, которых она, мать 3 детей, беременная 4-м, выхаживала прямо в своей киевской двушке. Это травмат. Вот это вот просто с первого раненого, которого мы привезли мне домой, он мне так на счастье подарил. А потом началась война, последствия которой Леся видит каждый день, вот уже 2 года. Испытывая самые разные и глубокие чувства к России, которая никак не хочет оставить в покое ее страну. Я искренне считаю, что если бы после Майдана у нас была возможность достраивать страну, а не бежать, спасать ее, мы бы немножечко сейчас по-другому жили. Но сейчас они живут в реальности, которая шлет им все новых беженцев, и никто не знает, когда это кончится. Вопрос, наверное, не в том, что мы не захотим этим заниматься, а вопрос в том, что да, действительно, в определенный момент наша помощь не понадобится. Это ура! А когда такое случится, то она, наконец, встанет по другую сторону камеры и займется своим любимым делом – будет снимать кино. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Доктор Айболит жил в Вильнюсе. Прототипом знаменитого персонажа стал еврейский врач Цебах Шабат. Корней Чуковский был лично с ним знаком и вспоминал Шабада как добрейшего человека. Именно под этим впечатлением детский писатель и создал свою сказку. Специальный репортаж Евгения Эрлиха. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Ну, кто не знает доктора Айболита? Но мало кто ответит на вопрос, а какая у него семья, кто у него друзья, где он, собственно говоря, живет. Но для начала живет он в городе Вильнюс. Здесь, в Вильнюсе, тогда это была Вильна, 5 февраля 1864 года в еврейской семье родился Цемах Йоселевич Шабат. Отца звали Йосси. Российские метрики его вписали как Тимофея Осиповича. Цемах Шабат сегодня городская легенда, знаменитый врач, чья биография сама по себе книга приключений. Но вот что значит сила литературы. В популярную историю он вошел как прототип того самого доктора Айболита. Цемах дружил с Корнеем Чуковским. Тот проездом через Вильню останавливался у него дома. Много лет спустя Чуковский в мемуарах признался, что своего Айболита во многом списал с виленского врача. Приезжайте, доктор, в Африку скорей. И спасайте, доктор, наших малышей. В Африку Цемах Шабат не летал. Он начинал карьеру как блестящий врач, выпускник Московского университета, который, только выйдя за порог альма-матер, тут же отправился рисковать жизнью в Астрахань, бороться с эпидемией холеры. Потом он вдруг участник первой революции 1905 года. Потом царской властью наказан, выслан за границу. Тогда наказывали отлучением от родины. Учился в университетах Вены, Гейдельберга и Берлина. В Первую мировую он на фронте армейским доктором, а уже в 19 году в независимой Польше депутат Сейма от родного Вильна. У него своя медицинская практика, он издает журнал о здоровье, пишет научные работы, организует сеть еврейских светских школ, создает детские летние лагеря и приюты для сирот и, да, лечит животных. Твое лекарство готово. Только вот что, никогда не ешь 500 порций мороженого сразу. Это очень вредно. Сохранились воспоминания, что со стороны доктор Шабат больше напоминал городского сумасшедшего, точнее блаженного. Не брал денег с бедных, никому не отказывал. К нему дети тащили своих собак и кошек. И когда в 2007 году еврейская община Вильнюса решила поставить своему Айболиту памятник, то скульптор не стал городить огород, сюжет был всем известен. Ну и, конечно, у Цемаха была своя большая еврейская семья. Жена, 3 детей, внуки, правнуки. Среди его потомков известные филологи, физики и, кстати, врачи. А среди родственников балерины Майя Плесецкая и Анна Павлова и чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Мотайте их! Не мешайте, я делаю операцию. Тогда быстрей! Доктор Цемах Шабат умер в 1935-м. В городе был объявлен траур. Магазины и госучреждения в тот день не работали. Спустя несколько лет станет понятно, что Айболиту повезло. Он не видел, как еврейских детей Вильна, которых он, кажется, всех знал по именам, увели из города. И больше они не вернулись, став просто цифрами жертв Холокоста. Нынешний старый Вильнюс словно тень того Вильна. Но Цемах Шабат вполне осязаем. Его можно потрогать, заглянуть в глаза и пробурчать.
Добрый доктор Айболит нынче в Вильнюсе стоит. Евгений Эрлих, Даниил Жилинский, Евгений Павлов, Балтийское бюро RTVI. В Америке открылся необычный музей. В нем представлены документы ФБР, с которых снят гриф секретности. Большинство документов касаются роли прессы в освещении нашумевших преступлений и расследований. Подробности у наших коллег из «Голоса Америки». На фасаде этого современного здания в центре Вашингтона высечены 45 слов из первой поправки к Конституции США, которая гарантирует американцам свободу слова и самовыражения. А чуть ниже на афише еще 3 буквы, ассоциирующиеся у граждан не только с защитой прав и свобод, но порой и с лишением свободы. Эти буквы – ФБР. Экспозиции, посвященной наиболее громким делам Федерального бюро расследования, музеем отвел целый этаж. Казалось бы, что может связывать суровых сыщиков со свободолюбивыми журналистами? Да примерно то же, что ежедневно привлекает миллионы американцев к экранам и газетным киоскам. Скандалы, интриги, расследования. Пресса и правоохранители – давнишний тандем, благодаря которому криминальные сводки давно стали частью круглосуточного реалити-шоу. В данной экспозиции представлены примеры того, как средства массовой информации помогали ФБР в раскрытии преступлений и в освещении громких дел. Есть, конечно, и примеры того, как чрезмерная публичность мешала расследованию, а порой и бросала тень на ни в чем не повинных людей. На стендах документы и вещдоки самых громких преступлений последнего времени. Здесь и оружие крупнейшего гангстера 30-х Джона Диллинджера, и начиненные взрывчаткой ботинки авиатеррориста Ричарда Рейда, и двигатель самолета, который врезался в здание Всемирного торгового центра, и хижина Теодора Качинского, вошедшего в историю как унабомбер. Оказывается, унабомбер жил в нашем штате, всего в 200 милях от моего города. В Монтане вообще-то много отшельников, которые живут вот так уединенно в горах, поэтому неудивительно, что его так долго не могли найти. Впрочем, знакомые лица на выставке могут увидеть не только гости из Монтаны, но и туристы из России. С экранов и стендов экспозиции на нас смотрит роковая шатенка Анна Кущенко-Чапман, работавшая на российскую разведку. Житель Анапы Евгений Богачев, очистивший счета американцев на сотни миллионов долларов. Чеченский беженец Джахар Царнаев, организовавший теракт на бостонском марафоне. К сожалению, тема терроризма сегодня не сходит с первых полос газет, как и совершенно новое явление – киберпреступность. В эру гангстеров правоохранители отслеживали злоумышленников по отпечаткам пальцев. Сегодня ФБР вычисляет их по электронным следам, оставляемым на веб-сайтах и персональных аккаунтах людей, живущих за сотни и тысячи миль от них. Экспозиция была открыта в 2008 году, однако желающих познакомиться с секретными материалами было столько, что очень скоро экспонаты было просто негде размещать. Поэтому зал пришлось в прошлом году закрыть на реконструкцию. По признанию самих организаторов, это всего лишь вершина айсберга того, чем располагают архивы ФБР. Так что выставка, скорее всего, будет только расширяться. Алис Кругляков, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.